Уважаемая Оксана Николаевна, уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас. Хотел бы поздравить вас с Днем Конституции. Спасибо. Сегодня большой праздник в России. Желаю великой России, гражданам России благополучия, мира, созидания, развития. Чем крепкая и сильнее Россия, тем комфортнее соседям, тем надежнее соседям. Мы всегда стараемся быть последовательны в своих действиях. И как соседи мы опираемся на поддержку и мощь великой России. Я благодарю вас за визит в Абхазию. Для нас это очень важно. Вы знаете, что Абхазия, помимо своих туристических возможностей, также является и аграрной республикой. Абхазия всегда имела возможность производить качественную сельскохозяйственную продукцию, выращенные на территории Абхазии. Всегда продукция отличалась своей экологичностью. Это такие культуры, как цитрусовый орех, виноград, и киви и ряд других сельскохозяйственных продукций, которые для россиян являются в какой-то степени экзотическими. И мы буквально накануне Нового года знаем, что очень тяжело представить себе новогодние праздники без абхазских мандарин. Я бы хотел отметить, что мы развиваем направление и поддержку развития сельского хозяйства. У нас действуют и бюджетные инвестиции, программы поддержки сельского хозяйства, расширяем ее возможности. Понятно, что возможности ограничены, но для нас это не только обеспечение продовольственной безопасности, так скажем, но это, конечно же, сохранение наших сел, сохранение самобытности, сохранение культуры и языка. Развитие сельского хозяйства – это глобальная задача, над которой мы сегодня работаем. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег. Минсельхоз России всегда оказывал поддержку нашей республике. Ну и, конечно же, ваш визит придает нам особые надежды, что это сотрудничество будет развиваться, взаимодействие между нашими ведомствами достигнут высокого уровня. Знаю ваше теплое отношение к нашей республике и надеюсь, что мы также продолжим взаимодействовать. Подразумеваю, спасибо большое за теплые слова. Я сегодня очень рада быть в Абхазии. Первый раз посещаю республику. Даже во время, собственно, Советского Союза, я родилась в Советском Союзе, видела Абхазию только в телевизоре, в наших советских фильмах. Поэтому здесь для меня это тоже сегодня такое открытие. Увидела природу, пока вот мы ехали в Сухум, увидела природу, очень красивая самобытная природа. Конечно, если говорить о нашем сотрудничестве, у нас растет товарооборот, 157 миллионов долларов эквивалент был по прошлому году, в этом году выросли как со стороны поставок России, так и со стороны поставок Абхазии в Россию. Много есть направлений у нас, где мы можем развиваться. Россия всегда будет поставлять ту продукцию, которая нужна Абхазии, в том объеме, в котором она нужна. В том числе, вот вы сказали про сельхозтехнику, да, у нас есть еще свои минеральные удобрения, которые нужны для развития как раз сельского хозяйства республики. Поэтому здесь со стороны России все, что будет нужно Абхазии, всегда будет поставлено. Если говорить в обратную сторону, конечно, вот как вы сказали про изюминку, конечно, может быть, как Абхазия небольшая, небольшая республика, но очень самобытная, с определенными направлениями в нашей отрасли, в агропромышленном комплексе. И, конечно, здесь, собственно, вы сказали, символом любого Нового года в Советском Союзе, в России являются мандарины. У нас есть сейчас уже там с 2005 года сотрудничество между вот как раз Институтом сельского хозяйства, да, Академией наук Абхазии и нашим центром субтропических культур с определенной технологией производства, так, чтобы это подходило по карантинным требованиям, фитосанитарным требованиям. Поэтому для нас это представляет большой интерес, потому что Россия в год импортирует порядка 450 тысяч тонн мандарин. Конечно, там основные страны, это у нас Турция, Китай, который вот вы назвали.
В этом году мы импортировали мандарин из Абхазии порядка 13 тысяч. Мне кажется, потенциал есть очень хороший, потому что в лучшие времена Абхазия выращивала 50 тысяч тонн, ну вот в зависимости там тоже, да, от погодных условий. И фактически мы могли бы забирать все, что не нужно самой Абхазии, да, то есть все излишки, которые в период есть. Плюс вот мы обсудили, что сейчас готовится, ну, есть уже закладка деревьев сортов, которые более ранних, да, для того, чтобы мы тоже, ну, вот, удлинили этот период поставки мандарин. Поэтому здесь, мне кажется, вот это вот такая одна из основных культур, над которой мы могли бы совместно поработать и в отношении питомника, и в отношении самой селекции, и, собственно, в отношении безусловного сбыта на территории Российской Федерации, потому что для нас это ниша, которую мы заполняем, ну, какими-то странами. Это не наше производство, и пока оно вот, наверное, в ближайшее время не станет нашим, хотя, конечно, все меняется. Но пока здесь нам кажется, что мы вполне могли бы работать. Это очень хороший рынок, это очень хороший объем. Но и все равно нельзя забывать про орехи, потому что тоже фундук, сейчас мы занимаемся закладкой фундука в Краснодарском крае. Ну, тоже Краснодарский край, земля там драгоценная, поэтому там есть чем заниматься, и там очень большой спрос на любую продукцию из Краснодарского края, земля одна. Поэтому тут надо смотреть, что будет эффективно. Поэтому здесь, мне кажется, мы вполне могли бы этим направлением тоже дополнить. Вот Абхазия могла бы нас дополнить, потому что все равно мы импортируем фундук. Поэтому здесь лучше импортировать у соседа, когда, вот, как вы сказали, чем, значит, везти из более дальних стран. Могли бы здесь, наверное, как нам кажется, сделать такую программу в рамках общей программы развития социально-экономического Абхазии, ну и придать ей больше смысла и, собственно, больше, наверное, выхода товарного и денежного. Да. Вот так. Спасибо. Спасибо.